Многие, наверное, пришли в концерт просто посмотреть, қалай болады екен деген сияқты. Давай посмотрим, поугараем. Я вообще, у меня на казахском легче же, конечно. И я в прошлом году хотел вообще-то концерт дать, первый на русском языке. Тогда еще маловато был запас на русском языке. Ну, посмотрю я сегодня, как будет. Я думаю, дальше будем встретиться почаще. Дальше будем встретиться почаще. Дальше будем встретиться почаще. Я еще пригласил на концерт мою учительницу по русскому языку, Гульнар Мурзагалиевна. Она в зале, ее нету. Она, наверное, не хотела позориться. Я вообще, когда приехал в 2000 году в Астану, я вообще не знал русский язык, поверьте мне. Вообще, даже не понимал, понимаете? А вы же некоторые слова понимаете, некоторые вообще не понимал вообще. Ноль. Я специально хочу пригласить сейчас на сцене, вот Руслан Нурланов, это мой друг, уже почти мы 19 лет вместе, когда-то КВН играли. Руслан, встречайте. И он будет здесь сидеть, не думайте, он ведущий, где-то некоторые слова я не забываю, он будет мне подсказывать. Вот, например, я до сих пор не знаю, что 30-ға келіп орда бұзбаған, 40-ға келіп қамалмайды деген, я вообще не знаю. Вот сейчас он объяснит, что это такое. Это если ты в 30 не начал работать, то в 40 ты не будешь кайфовать. По смыслу. Хорошо, хорошо. Подождите. Что надо? Еще есть там игрушки всякие. Хорошо. Подождите. И что случилось? Там, ну и что там кушает там? Питание специальное. Да, молодец. Ты не сиди вот тогда. Специальная еда. Там прям питание. Молоко специально. Они никакие, как у нас. У нас прям кошки же внизу стола ходят, что-то там. Я раньше думал, знаете, китайцы, японцы, корейцы, все одинаково разговаривают. Раньше, когда в Москве КВН играли, все думали, узбеки, киргизы, татары, там, таджики, все на одно лицо. Кто там разные. Не, айралмат. Не могли различить. Да, не могли различить. Мы сейчас тоже самые же. Они не видели, говорят, вот такого простора. Вообще, оказывается. Мы Казахстан 9-е место занимаем вообще в мире по территории. Они, оказывается, какое-то 80 какое-то место. У них, оказывается, нету такого простора. Нету вот такой степь. Да, такой степь. Красиво вообще. У нас мы не замечаем же, мы каждый день видим же вообще. Оказывается, это вообще красота вообще. Ну, у нас такой прям жасыл дала, такой синий прямо. Что прямо такой вообще? Зеленый. Нормально. Ну, у нас как синий. Зеленый емес қой. Обычно говорят, көккүмбек дейміз ғой у нас. Көккүмбек жер. Да. Синий же. Или зеленый. Ладно, короче, поняли, да? Не, они вообще, мы вообще самые бақыттымыз. Счастливые. И я вот думаю, да, вот даже у нас вот бывает, что у нас в городе музей, там, как иногда бывает там вот этот выставки, когда я вижу, да, вот иностранцы, когда заходят, я недавно был, когда я писал этот монолог, иностранцы приходят на одну картину, прямо вот так смотрят, прямо диван туда, телевизор сюда, этот вообще туда. И когда зимой вообще, вот это же есть клем, палас. Что это, правильно? Палас. Палас прямо, обычно же 4-3 мужика должны же вот это. Она сама прямо. Прям сила много. Знаете, сколько у вас такие батыры? Конечно, вот территорию. Каждый казах у нас батыр вообще все. Или у нас каждый, давайте на ру объект. Ру, как это? Родовые племена. Да, родовые. Найман, Арган, Кыпшак, Байбакта. И всем классно же вообще. Обычно говорят у казахов, шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді да. Как аударшы ал. Каждый должен заниматься своим делом. Ну, это я тоже знаю. Правильно. Каждый должен заниматься своим любимым делом. Я люблю находиться на сцене. Я очень рад, что я нашел вот таких зрителей. У меня вообще, если честно, на русском языке первый концерт у меня.